Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Ваша личная жизнь в октябре. Что ждет, что судьба для вас готовит. Загадайте, пожалуйста, на себя, на личную жизнь и на то, что случится в октябре. Пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Да у вас тут любовный треугольник. Одна женщина и два мужчины. Женщина на высоте, мужчины у ее ног. Вот это да, вот это шок. Чего-чего, а этого вы явно не ждете. В октябре, мои дорогие, вы окажетесь реально в любовном треугольнике, где сразу два мужчины будут вас добиваться, искать вашего внимания и отчаянно просто ухаживать за вами. А что самое интересное, в лодке, вот здесь, смотрите, с левой стороны, третий показан мужчина. Третий. Обалдеть. Какой у вас активный месяц, октябрь. Кто зашел? Случайности не случайно. Вас судьба предупреждает. Интенсивность в личной жизни нарастает, подобно лавине. Сейчас у вас как будто бы застой. Либо вы ощущаете, что вы как за бортом оказались, да? Люди живут, влюбляются, женятся, детей заводят, активничают, ярко живут свою жизнь, а вы как будто бы стены подпираете. А октябрь все меняет, все. 3 мужчины, 3, 2, вот треугольник, а третий у вас, можно сказать, на горизонте. Видите, в лодке подплывает. Чудеса, это чудеса. Вы тут столкнетесь с тем, что о вас очень много разговоров будет ходить. Очень много разговоров. Причем кто-то будет осуждать, кто-то будет восхищаться, кто-то будет аплодировать, а кто-то будет фыркать в вашу сторону. Женский коллектив, женское общество разделится на 2 части, ровно на 2 части. Кто-то вас одобряет и говорит: ты крутая, ты молодец, королева жизни. А кто-то наоборот говорит: вертихвостка, мужиками вертит, крутит, да, вот такое будет. Но вы прям персона такая видная. Вы мне вообще идете как прекрасная птица, да, лебедь, да, прекрасный лебедь. Кстати, не у всех, но у кого-то точно отыграется, что вы как-то по-другому будете выглядеть. Может быть, вы уже назначили встречу у стилиста, поменяете цвет волос, прическу поменяете. Вот как-то по-другому выглядите. Может быть, вы скинули там лишний вес, либо наоборот поднабрали, округлились. Вы все разные, но вот вы по-другому даже выглядите. Так, давайте разберемся с вашими мужчинами. Вот мужчина слева явно вам знаком. С этим мужчиной у вас что-то было, либо что-то намечалось, но не пошло. Мужчина, который как самоотвод взял, да, досплыл, как не смог решиться, не смог набраться смелости. Может быть, там другие были какие-то обстоятельства, может, там в силу семьи, работы, службы, дружбы, да, вынужден был уехать, либо отдалиться. Мужчина, который не все вам сказал. Мужчина, который достаточно долго любил вас, буквально на расстоянии. Он вами жил, он о вас думал, он постоянно о вас вспоминал. Он не хотел других женщин, потому что он и надеялся, и верил, что когда-нибудь он вернется к вам и сможет быть рядом с вами.
да, там, ухаживать за вами, добиваться вас. Мне кажется, что между вами была взаимная симпатия, но вот какой-то радикальный, резкий раскол произошел, да, вот как отбросило вас друг от друга. И отчасти тут именно этот мужчина не вытянул ваши отношения, либо не смог предложить вам отношения, побоялся, что ну вот не получится, потому что много было каких-то задач, дел, может, какие-то даже неприятности у него в жизни были, потому что действительно куда-то нужно было уезжать. Но вот он возвращается, причем возвращается не просто так, а с результатами. Весь такой из себя, красивый, прекрасный, есть что предъявить, есть что показать, есть что подарить, деньги есть. Чего не хватает, вас не хватает, любви не хватает. Еще раз говорю, девочки, вы точно с ним что-то имели, как есть такое слово, мутили, да? Это не встречались, но общались, но вот что-то намечалось между вами, а потом мужчина раз и исчез, пропал, без объяснения пропал. Ну, либо какое-то дал краткое объяснение и исчез из вашей жизни. Вот он возвращается, таким, знаете, крутым мужиком возвращается, крепко стоит на ногах, рыба большая у него в руках. Рыба при деньгах, он, да, при деньгах. И вы знаете, вот он вернется для того, чтобы заявить свои права на вас и для того, чтобы, ну, добиться вас, так мне идет. И с этим мужчиной вас ждут прям достаточно щекотливые моменты. Ну, потому что, да, он будет и соблазнять, и вот эта память, ностальгия, все это прям прильнет к вам. И у вас какие-то общие воспоминания, что-то будете там обсуждать, говорить. Опять же, вот эти искры между вами начнутся. Прям интересненько. И тем более он такой, знаете, он такой требовательный, там не хочет вас отпускать, там за руки вас хватает, обнимает, там рассказывает. Вот. Очень много будет говорить о своих переживаниях и очень много будет рассказывать там, о том, как он жил без вас и о том, как он верил и надеялся, что вы его дождетесь. И как он был счастлив, что вы вот одна, например, да, что вы его дождались. Он будет считать, что вы действительно его ждали, хранили ему верность. Хотя, мне кажется, это не совсем так на самом деле. Ну, в общем, вы его там не огорчайте, скажите, да, я тебя ждала, я тоже верила, я тоже надеялась. Мне вот еще идет, что этот мужчина своей рыбой какие-то ваши проблемы решит. Может быть, как денег вам даст, либо оплатит что-то, что вам нужно оплатить. Но он щедрым будет с вами, очень щедрым. Взамен особо ничего не просит, но ему нужна ваша любовь. Вот, вернется. Потеряшка, пропажа вернется. Это первый мужчина. Второй мужчина – это тот, кто вам сейчас нравится. Вы к нему испытываете симпатию, он вам нравится, но здесь какая-то есть заминка. Что-то здесь не до конца прямо, либо честно, чисто. Возможно, мужчина с кем-то сожительствует, либо женат. И вроде как и хороший мужчина, и к вам тянется, но есть преграда. И преграда достаточно серьезная, с которой, хочешь не хочешь, а придется считаться. Вот этот мужчина, он прям тоже к вам испытывает чувства, достаточно серьезные чувства. И он, знаете, пусть небольшие, но какие-то полушаги начинает делать в вашу сторону. А вы не против. Вы не против, возможно, вы об этом мечтали, вы этого ждали. Но с другой стороны, опять же, есть преграда. Но вам будет приятно, да, вам будет приятно, что он к вам тянется. Сожаление, тут я вижу сожаление о том, что вот почему мы раньше не встретились, почему так случилось, что мы не можем открыто общаться, встречаться. Кольцо, тут кольцо. Он явно с кем-то закольцован. Но он к вам тянется, да, у вас даже какие-то общие дороги, вы куда-то, возможно, вместе будете ездить, либо какие-то места вместе будете посещать. Тайна, инкогнито, конечно, но тем не менее. Вот тут вы прям душу отведете. Еще мне идет, что этот мужчина перед вами как-то больше раскроется. Может, больше времени вместе будете проводить, и вы лучше его узнаете. Я не могу сказать, что вы разочаруетесь, но все-таки, знаете, вот осознание того, что, возможно, это не мой герой. Да, он неплохой, вам нравится. Но какие-то особенности его поведения
вас, возможно, немножечко охладят в чувствах. Ну, допустим, мужчина немножко там прижимистый, да. Вот если этот щедрый, он вам рыбу свою отдает, то этот немножко прижимистый. То есть он может сказать, там, давай пойдем куда-то, где там скидки есть, да, где можно со скидкой покушать. Либо давай я тебе куплю одежду, ну вот давай дождемся селса, да, пойдем, когда будет селс, когда будет распродажа. И вы такая, блин, он на мне экономит. Но он не на вас экономит, он просто, ну, как бы живет так, это его рутина. Да, немножко прижимистый, допустим. Также, возможно, мужчина более спокойный по темпераменту, чем вам бы хотелось. Да? То есть вы женщина там, темпераментная, такая жгучая, горячая. Вы не любите себя сдерживать в эмоциях, в чувствах, в проявлениях. А этот мужчина, он более такой холодненький какой-то, что ли, сдержанный. Ну, не обладает, да? Он не обладает таким темпераментом, как вы. Может быть, у вас случится с ним интим, и вы поймете, что в постели, ну, такое, как бы... Не очень. Ну, буду говорить, как вижу, девочки. Не обижайтесь, пожалуйста. Мне самой сложно говорить на такие темы, я стесняюсь. Как бы я еще того поколения человек, как миллениал, да. Это сейчас зумеры открыто про все говорят, а миллениалы, они не такие немножко. Вот. Да, возможно, вам не все понравится. Возможно, вы лучше его узнаете, и вы поймете, что, ну, как бы, такое, там, 50 на 50. В принципе, что-то я там поспешила, погорячилась. И опять же, у вас выбор, да, вы вот на выборе, прекрасный лебедь стоит на выборе, сразу два мужчины. Если вы захотите вот этого несвободного, вы можете его себе забрать. Девочки, он просто, вот он пойдет за вами, как этот козленок на веревочке, теленок, да. То есть он вами покорен, он в вас влюблен, для него вы как последний шанс на счастье, да. Вот извините, что звучит, наверное, не очень, но вот он видит в вас свое счастье. И он такой, вот если я сейчас не стану счастливым, я уже не стану никогда. Вот прям вы для него такая яркая, райская, экзотичная идете. Опять же, вот этот ваш бешеный темперамент, он его сводить с ума будет. Вы более какая-то раскрепощенная мне идете, чем он. Если захотите вот эту потеряшку, он тоже будет вашим. Абсолютно будет вашим. Он для вас, вот все, там деньги. У него как бы главное, это козырь его, это деньги. Да? То, что у него есть деньги, и он эти деньги на вас жалеть не будет. И ну, вы понимаете, что с этим мужчиной моя жизнь, она будет прям такой... добротной, стабильной, да, дом полная чаша. А с этим какие-то, ну вот, моменты нужно будет прям терпеть, да, потому что, ну, не все вам подойдет с ним. И вот вы будете стоять на выборе, от выбора будет кружиться голова, очень много мыслей в голове будет роиться. И вы, ну вот как чувствуете, что в огне находитесь, да, что вы горите, вы не знаете, кого выбрать, вы не знаете, кому отдать предпочтение. И вроде и тот хороший, и этот неплохой, а вот что-то не пускает, да, либо чего-то не хватает, вот не хватает. И даже вижу, что вы куда-то будете ходить. Может быть, вы на праздник Покрова Богородицы пойдете в храм, да, поставите свечку, помолитесь. Вообще, это, кстати, очень хороший такой светлый праздник. И сама Пресвятая Госпожа Богородица, Дева Мария, помогает вам найти хорошего мужа. Но мне идет, что что-то поменяется. Вот, может, вы пойдете к хорошему эзотерику, да? Кто-то в храм пойдет, ну, кто верующий, прямо очень верующий, а кто-то попадет к хорошему эзотерику. Вам сделают, например, просмотр судьбы, расклад на будущее. Вот что-то должно поменяться, что вы вот этих мужчин просто вот, ну, в отставку отправите, перестанете мучиться выбором. И вот как надежда у вас загорится. Надежда, наверное, на вот этого, кто в лодке к вам плывет. Но в лодке это серьезно. Это серьезный мужчина. Мужчина, который ничем не обременен. Мужчина, который, как и вы, ищет счастье, ищет любовь. Вот не то, чтобы вот кому-то что-то доказать, да, что вот я без денег, я боялся ей предложить себя, а вот с деньгами я типа король. Либо вот этот, у которого кольцо. А этот как бы у него все в порядке и с психикой, и с основными качествами.
с возможностями, человек в себе уверен, человек знает, чего он хочет, твердо стоит на ногах, и ему нужна любовь, ему нужно счастье, как и вам. Человек заинтересован именно в серьезных отношениях. Отношения не только интимного характера, но и для души, да, чтобы вы не только были идеальными любовниками, но и чтобы вы могли на равных общаться, были хорошими друзьями. Такой человек вам идет. Но вот мне идет, что что-то где-то вот середина месяца, к середине месяца что-то у вас поменяется. Если первую половину месяца вы такая вся на выборе, у вас голова кругом, вы переживаете, вы не знаете, что делать, и сразу с двумя мужчинами в этом любовном треугольнике находитесь, то где-то вот середина месяца, как переломный момент, что-то меняется, происходит, и вы уже такая вот этих мужчин, ну, немножко от себя отдаляете, вы от них отходите и говорите: ребят, вы оба классные, спасибо вам за внимание, ну, я как-то дальше сама, да, без вас, там, без обид и без вас. Как-то вы их пошлете. Вот поэтому, скорее всего, о вас так много и будут говорить, да, что вы вот мужикам головы кружите, завистники будут говорить. Ну, а те, кто с вами дружны, любят вас, будут вами восхищаться. Вот какая вы крутая, да, сразу двум мужчинам голову вскружила. И сразу же двух мужчин послала куда подальше. Да, интересненько показано. Так, ну давайте про этого третьего поговорим. Вот он самый мне интересный идет. Я же хочу карты взять на него. То, что он в лодке, то, что он на ногах стоит, это, конечно, классно, но хотелось бы больше информации о нем получить. У него еще книга есть. Книга. Может, он вам сразу официальный брак будет предлагать, а может быть, он очень умный, грамотный человек. Может, как-то связан с госслужбой, как-то связан с законами, знаниями. Может, он какой-то преподаватель еще, может быть. Такой интересный. Слева плывет. Слева плывет в вашу сторону. Вот он, смотрите. Сам вылетел. Ну, это шикарная птица. Прям настоящий сокол-орел. Мужчина откуда-то вернется, приедет. Так, что вы должны про этого третьего знать? Что вы должны знать? Ну, это ваш шанс, это ваш талисман на удачу. Мужчина видит талисмана на удачу, да. Ну, по судьбе он вам идет. Девочки, да, с третьим вы счастье обретете. Я даже не хочу доставать больше карт, чтобы не вспугнуть ваше вот это счастье. Он вам идет по судьбе как удача. Как у вас там с ним сложится, получится? Любовь получится. Любовь, причем любовь такая, знаете, не африканские страсти, а такая взрослая, как, знаете, вот это крепкое вино, серьезная, основательная, фундаментальная. Вот так мне идет. Не будет сносить крышу, но будет чувство стабильности, уверенности, что это мое родное, понимаете, мое родное. Вот такой мужчина идет. Так, а еще один момент хочу просмотреть и вернемся к отсыпке. Это ваш месяц, девочки. Это ваш месяц. Месяц, когда вы счастливой станете, когда вы свою жизнь к лучшему измените. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Первую половину месяца у вас раздрай, голова кругом, любовный треугольник. А вторая половина месяца вы уже такая в себе уверенная, спокойная хозяйка жизни. Понимаете, что все у вас будет хорошо. И вот он, этот мужчина, к вам приплывает. И еще пришла информация, что если вы, допустим, сейчас общаетесь с кем-то в интернете, либо в интернете познакомились, но еще как бы общения как такового не произошло, ну, либо так, постольку-поскольку, то, скорее всего, возможно, это как заморский принц, да, мужчина перед вами и успеет раскрыться, и за вот эти полмесяца уже даже к вам приедет. Вы на него посмотрите и скажете: да, ты мое родное, а я твое, да, будем вместе. Ну, этот третий, он, конечно, крутой. Ну, я бы сказала, идеальный, но как бы в мире, да, в природе идеала не существует. Конечно, возможно, какие-то есть там
момент. Вот мне идет, что он какой-то популярный в принципе, либо популярный в своих кругах. То есть мужчина очень востребованный и очень такой бизи, да, занятой человек. Возможно, вас это будет немножечко раздражать, потому что вам придется по-любому его делить с этими всеми людьми. Он востребован, он везде рукопожатный, везде он вип-персона, понимаете, как бы придется с этим считаться. И еще, мои хорошие, возможно, этот мужчина, он действительно живет где-то, да, не в вашем городе, возможно, даже не в вашей стране. Возможно, этот вопрос сразу встанет, да, и вы такая, ну, не знаю. А возможно, вы просто об этом начнете сразу говорить и думать, что вот в будущем все равно тебе придется переезжать. И вы такая, ну, блин, как бросать все, что у меня есть, все, что я имею, там, семья, друзья, работа, карьера. Ну вот она, большая четверочка, вам прям на линии судьбы рисуется. Большая четверка. Благодаря этому мужчине вы почувствуете, что вы летать умеете, что у вас крылья за спиной растут. Вот настолько он вам идеально подходит, вот настолько вы его ощущаете. У него к вам любовь, ну буквально с первого взгляда. Он давно такую, как вы, искал, давно. Знаете, как будто бы из прошлой жизни даже вас узнает. Он постоянно вам будет говорить, что мне кажется, что я тебя знаю, что мы с тобой уже давно знакомы, да, вот какие-то такие вещи. А вы такая счастливая, смотрите на него и думаете, нет, ты мой родной. Неважно, знакомый, незнакомый, ты мой родной. Так, и еще в октябре вас ждет очень неприятное открытие по поводу одной из ваших то ли подруг, то ли родственниц. Она проявится как язва, токсичная язва. Долго она скрывала свою зависть к вам, долго скрывала какие-то обиды. Вот, когда она увидит, что вы счастливая, ходите, светитесь, летаете, вот ее прорвет, очень много гадостей вам наговорит. И мне еще идет, что она вас будет в чем-то винить, прям обвинять, вину вам что-то ставить. Но вы, смотрите, не берите на себя эту вину, вы ни в чем не виноваты. Вы родились сами собой, она родилась сама собой. То, что она неудачница, так извините, это не ваша вина. Вы вообще ни при чем. Ни при чем. Сколько вы для нее сделали, сколько вы ей в жизни помогли, да другая бы молилась на вас. А это, видите, завидует и еще и обижается. Ни в коем случае не пытайтесь перед ней оправдаться и не принимайте эту вину. Она язва, она токсичная, и судьба у нее печальная. Печальная, потому что она ничего не хочет делать, она ничего не хочет в себе менять. А с такой подачей, с таким отношением, с таким характером, ну, как бы ничего хорошего и не будет. Не слушайте ее. И не дайте ей своими обидами и завистью отравить вам жизнь. Ни в коем случае. Вот, девчонки, ну вот четверка вам идет. Слушайте, ну если вы верующая, обязательно сходите 14 числа в храм. Помолитесь Пресвятой Богородице, поставьте свечу. И есть шепотки, есть заговоры, есть специальные молитвы, которые вот действительно призыв в скорой помощи на личное счастье. Мне кажется, что вот именно это поможет. Вот. Кто пойдет к хорошему эзотерику, вы точно попадете в хорошие руки, и человек вам прям все, что надо, скажет, все, что надо, раскроет. Ну и чем сможет, тем поможет. Возможно, если есть в этом необходимость. Ну, в четверку, вы идете в четверку. Четверка — это идеальная пара, это любовь, это счастливые люди, семья. Вы туда идете, вот она уже прорисовалась, огромная четверка на линии судьбы. 2 человека, ангел охраняет. Все. А что еще? Что еще может быть? И над мужчиной единичка. Это тот самый единственный, которого вы ждали всю жизнь, кто способен сделать вас счастливой. Мои хорошие, на этом у меня все. Я тоже за вас помолюсь, чтобы вы нашли этого самого единственного и чтобы наконец-таки стали самой счастливой. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.